Давид, доброе утро. Рада видеть вас на нашей передаче. Спасибо, что пригласили. В современном обществе часто используется такое слово интересное — квадрокоптер. Что за чудо-техника? Давайте начнем раскрывать секреты. Расскажем сначала о ней, далее приступим к самому проекту. Квадрокоптер – это такое техническое устройство, которое состоит из 4 винтов, которые, собственно говоря, позволяют передвигаться этому устройству в воздухе. К нему крепится маленькая видеокамера. Эти камеры сейчас маленькие, компактные, и они весят буквально там в районе 100 грамм. И почему квадрокоптер? Если 4 винта несущих, значит квадро. Если 6, то там уже латинские названия идут по все больше и больше. 6 и 8-лопастные бывают. Но учитывая, что камера легкая и современная техника позволяет уменьшать вес, для того, чтобы снимать начальные проекты, вполне достаточно работать с квадрокоптером. Вас можно назвать новатором в этом деле, так как раньше эта чудо-техника не использовалась у нас в Абхазии. Как давно вы им пользуетесь и как зарождался проект, в котором он используется непосредственно? Были и люди, которые приезжали из России с аналогичной техникой, потому что возможностей внешних студий немного больше, чем наши, и они делали пробные тестовые какие-то съемки и выкладывали это в социальные сети, мы эти ролики видели. А идея у нас вообще появилась тогда, когда мы снимали проект «Старый Сухум». У нас было много объектов, которые мы хотели снять с разных сторон, но мы могли их снимать только либо с земли, либо с соседних зданий. То есть других возможностей не было? На тот момент технических других возможностей не было. И нам было очень интересно снимать эти объекты сверху, сбоку. И желание уже было тогда, но финансовых возможностей не было, и эти вещи стоили очень дорого. По мере того, как проходило время, мы смогли решить эти проблемы и приобрели эту вещь. И уже около года фактически занимаемся пилотными выпусками. Давайте тогда перейдем к самому проекту «Абхазия с высоты птичьего полета». Что за проект, как давно он у вас родился, и на сегодняшний день какое количество готовых материалов, роликов уже существует? Проект родился год назад, под прошлый Новый год, скажем точнее, и у нас была возможность снять новогоднюю зарисовку. Нам всегда нравилось, как выглядит здание, которое находится рядом с колоннадой. Оно было всегда очень красиво украшено, световое решение было очень интересное. И, собственно говоря, один из первых объектов, который мы снимали в полном развернутом виде по тем временам, это был именно этот объект. И после этого мы снимали аналогичные объекты, елку новогоднюю, часы горсоветовские. И по мере возможности выезжали за пределы города Сухум, снимали на Рице, в снег, в ущелье, Анакапия и так далее. А на сегодняшний день какое количество уже есть? Если речь идет о цельных роликах, где-то их около 10-12 может быть на разную тему, начиная от памятников городской архитектуры до архитектурных комплексов, таких как Анакапия, Бедийский храм, в Бзыбском ущелье храм, который находится, но не все материалы мы еще успели обработать. Но около 10 пилотных роликов уже в интернете вывешены, у них достаточно хороший рейтинг, от 5 до 6 тысяч у топовых роликов. Почему-то нашим зрителям и мне лично нравится больше всего снежная зарисовка по Рице и новогодняя зарисовка по Сухуму. И там можно сказать, что тысячные просмотры хорошие. А у нас сейчас есть возможность просмотреть один из этих роликов, а далее продолжим нашу беседу.
Любое дело, которым мы занимаемся, мы, конечно же, любим. Но при всем этом есть вещи, которым мы все-таки даем предпочтение. Из всех роликов, которые уже есть, которые уже существуют, наверняка есть один самый любимый, и, на ваш взгляд, самый удачный. Можете открыть тайну? Ну да, он еще и более того самый запоминающийся, потому что именно во время съемки этого ролика наш коптер врезался в скалу. И учитывая, что это была вторая или третья съемка, у нас было, мягко сказать, состояние шока. Но тем не менее мы его успели поймать, это была та же самая Но рейсинская посадка зарисовка. была мягкая, раз последующие ролики вышли в свет. Да, мы купили новые винты и продолжили работу. А про что был ролик, можете еще? Ролик был про Бзыбское ущелье, ну, до озера Риса мы тогда не доехали, и вот в одном из каньонов мы сняли эту зарисовку. Она очень мне понравилась еще и потому, что такого количества снега, ну вот в нашей обычной жизни и я не вижу, и жители Абхазии не видят, потому что в горах во время снега мы бываем мало. И только вот сейчас, благодаря проектам Тенгу-Тарба, мы видим, что Абхазия может быть еще и другая. И это очень здорово, когда есть вообще аналогичные проекты, которые могут показать то, чего мы ну, практически не видим, можно сказать. Нас всегда стимулирует обратная связь. Какие отзывы от телезрителей, от просто зрителей, которые просматривают ваши работы в интернете? Ну, для нас эта связь очень важна. Почему? Потому что все, когда ты что-то делаешь, ты делаешь не только для себя, но и для зрителей. И когда зрители озвучивают свои предпочтения, мы к этому, конечно же, прислушиваемся. И обратная связь у нас достаточно хорошая, многие люди реагируют. И ну, вот, если говорить о рейтингах, если бы зрителям это было бы неинтересно, они бы, наверное, просто не смотрели. Мы не можем их заставить смотреть эти ролики. И поэтому, вот, например, Наира Пиля, когда предложила подложить абхазскую мелодию под анакопию. У нас до этого были в основном европейские мелодии, они более-менее подходили. И вот как-то вот так вот получилось, что вот под анакопию, под анакопийский комплекс, ну ни одна европейская мелодия точно бы не подошла. И вот мы долго выбирали и подложили ее. Подложили интершум, ветра, море и так далее. И получилось достаточно интересно. Скажите, пожалуйста, как проходит ваш обычный съемочный день? С чего он начинается и как завершается? Но если речь идет о съемке с коптера, есть несколько видов работ. Если речь идет о съемке статичных объектов, мы знаем, где они находятся, их, конечно, снимать легче, лишь бы была неветреная погода. Если речь идет о динамичных событиях, мы иногда снимаем с коптера и с земли какие-то концертные мероприятия или спортивные мероприятия. Вот недавно у нас была возможность снимать мероприятия по мотокроссу, эндуро в Абхазии, которые проходили. Когда, конечно, быстро меняются объекты, передвигаются объекты в кадре, там, конечно, намного сложнее работать. И надо успевать и с земли снимать, и с воздуха. И только благодаря этому получается материал для монтажа. То есть на съемке только с воздуха видео не сделаешь, нужны разноплановые кадры. Сколько человек в вашей команде? Основных сотрудников это 2 человека. Это Дима, частный помощник, который работает с нами уже тоже более года. Это я, и очень часто помогает мой сын Денис Арицбан, который уже тоже в 15 лет умеет пользоваться коптером. По стопам, как говорится, есть ли какие-либо интересные проекты, которые ждут ваших зрителей? Планы есть, и все, что мы делали сейчас, это всего лишь пилотные выпуски. Мы испытывали свои возможности, и мы хотим знать, к чему мы хотим выйти. Программа «Максимум» для нас снять цикл фильмов «Абхазия с высоты птичьего полета» по городам, по районам, отдельно по архитектурным памятникам, такие как Анакопия, Бзыб, Бедийский храм и вот такого типа объекты, и отдельно по архитектуре города Сухум. Это наша программа «Максимум». Мы уже написали эти проекты, обратились в Министерство культуры, подали эти заявки сотовым операторам, но вне зависимости от этого, будет финансирование или не будет, мы все равно будем продолжать этот проект собственными силами. И во всем мире эти проекты очень популярны, они уже работают более 10 лет. Другое дело, что там финансовые возможности другие. Такие проекты раньше снимались со стационарных вертолетов и со сложными системами стабилизации, они были очень дорогие. И такие проекты уже были. И учитывая, что мы тоже хотим привлекать туристов, рассказывать о нашей стране, мы тоже можем этому способствовать.
Ну и хочу отметить, завершая нашу беседу, что с сегодняшнего дня у наших телезрителей тоже будет возможность периодически прослеживать, просматривать эти ролики, которые уже готовы. За что я хочу вас поблагодарить от лица нашей редакции. Мы с удовольствием будем показывать нашим телезрителям. Спасибо вам большое за утреннюю интересную беседу. Я вам желаю удачи, успехов и ждем интересных проектов. Спасибо. Как будет что-то новое появляться, мы будем вам давать знать. Телехопштач Паласов Шведия Хащич Хастудия Джотсас Нутшахта за телехопшрат студия медиа аспекта на Давид Аюдзба.